Март станет самым активным месяцем в обсуждении проектов в рамках народного бюджета. Именно в эти дни во всех муниципалитетах проходят собрания граждан, где выдвигаются новые идеи уже на 2024 год. Это первый серьезный шаг к решению конкретных проблем конкретного населенного пункта. Только сделать этот шаг должны сами жители. Активность на местах оценила Виктория Палкина. Великая засуха, которая много лет не давала покоя жителям Часова Сыктывдинского района, должна уйти в прошлое уже летом 2023-го. Многие годы местные колодцы пересыхали, а альтернативного общественного источника водоснабжения в селе нет. Неоднократно уже обращались мы, чтобы нам открыли скважину. У нас в свое время была скважина, люди там пользовались, теперь ее закрыли, эту скважину. Вот. И летом приезжают дачники, и, конечно, очень обидно, что они в селе нашем не могут взять питьевую, нормальную, хорошую воду. В этом году в рамках народного бюджета здесь, наконец, появится чип-колонка в центре села. Из народного бюджета на объект направят 280 тысяч рублей. Как минимум 5-6 лет поднимается постоянно этот вопрос о том, что необходимо что-то сделать, чтобы у людей появлялась вода. В Часово уже прошли собрания, на которых местные жители предложили новые идеи для народного бюджета. В деревне Красная больше всего голосов собрали проекты по ремонту клуба и обустройству детской площадки. В соседнем селе Палевицы в этом году реализуют лишь один проект. Народный бюджет придет в местную школу. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, а на средства проекта отремонтируют школьный музей. Это будет третий социальный объект, который обновится в рамках этой программы. Ремонт Дома культуры прошел очень замечательно, то есть там тепло, уютно теперь стало. Детские площадки, которые ставили, ремонт школы частично был проведен за счет народного бюджета. Мы считаем, что это все актуальные вопросы. В Кагеротском районе уже прошло 6 собраний по выбору проектов на следующий год. Так, детский сад райцентра с 2021 года не упускает возможности обновиться за счет народного бюджета. В этом году здесь заменят водопроводные и канализационные трубы. А годом ранее построили спортивную площадку с искусственным покрытием. На той старой детской площадке было такое старое оборудование, несовременное, которое не привлекало ни детей, ни взрослых, а все-таки занятие спортом – это одна из главных задач образовательной организации. И поэтому почему-то мы сразу зажглись идеей создать хорошую, современную площадку, чтобы после дождя там было сухо, чтобы детям было комфортно на ней заниматься. Всего в 2023 году в разных городах-районах пройдет 488 собраний. Пока лидер по активности жителей – Усть-Вымский район. А вот среди самих проектов рейтинг возглавляют идеи по благоустройству, культуре, образованию и занятости населения. Финиширует большая кампания по голосованию в конце апреля. Дальше все проекты оценит межведомственная комиссия. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.